дискуссиях с русскими империалистами, с ложью и обманом, которую они выдвигают на наши аргументы по поводу становления нашего чеченского государства. Иногда нам недостаточно информации, так как очень много российская пропаганда, российские спецслужбы пытались скрыть от нас правду, дезавуировать и переиначить. В связи с этим я хочу вам зачитать интервью сопредседателя Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, бывшего председателя парламента Чеченской Республики Ичкерия Аяда Идигова, где, на мой взгляд, мы получим исчерпывающие ответы на все интересующие нас вопросы, что и касательно легитимности нашего государства, и касательно террора, терроризма и всего остального. Статья очень длинная, но невероятно интересная и полезная. И чтобы вам не пришлось читать, я зачитаю для вас и сделаю из этого видеоверсию. Аяд Идигов. Никто не имеет права менять Конституцию Чеченской Республики Ичкерия. Опубликовано 27 года на сайте Дайморг с дополнительными замечаниями. Аяд Идигов, председатель первого парламента Чеченской Республики Ичкерия с 1993 по 1997 годы. В течение Первой русско-чеченской войны с 1994 года по 1996 года принимал активное участие в организации политической работы против оккупации Чеченской Республики Ичкерия. Участник чечено-российских переговоров с 1993 по 1996 годы. Во втором парламенте с 1997 года он глава Комитета внешних связей парламента Чеченской Республики Ичкерия. С 2000 года ведет работу за рубежом и является полномочным представителем парламента Чеченской Республики Ичкерия за границей. Корреспондент. Какова причина, на ваш взгляд, столь ожесточенного неприятия Кремлем независимости Чеченской Республики Ичкерия? Идигов. Существует две отправные точки, на которые ссылаются, когда думают о российско-чеченском вопросе. Первая мысль исходит из того, что времена присоединения Чечении к царской России ушли в далекое прошлое, как и колонизация американских индейцев и нечего, мол, ворошить старое. На этой основе тут Чечению подводят к неотъемлемой части нынешней РФ России. Конечно, подобное можно сказать и в отношении других народов из СССР, ведь они, как и чеченские народы, восстановили свою государственность после развала империи. Не Москва же создала территории, которые существовали до образования Российской империи, а эти территории создавали Российскую империю, которая рухнула в 1991 году, и многие из них были более старые колонии, чем Чечения. Спрашивается, почему их право на свое государство признали во всем мире, а права чеченского народа нет? Ведь условия развала империи для всех были абсолютно одинаковые. Вторая точка зрения исходит из того, что при разрешении спорных вопросов в наши дни необходимо опираться только на современное международное право, выработанное на основе тысячелетнего опыта человечества. Но Советский Союз разваливали своевольно, с нарушением международного права, законодательства СССР. Это говорит о том, что участники развала империи не собирались и думать о правах народов бывшей империи. К черте разрушения власть СССР пришла из-за несостоятельности опираться на свободную личность, не обремененную политическим преследованием. В этот период возникла борьба власть держащих за будущую власть в распадающей стране. И подтверждение тому стало то, что в большинстве новых стран во власти остались те же управленцы с имперской закваской. С самых первых дней развала СССР новый Кремль РСФСР планировал возрождение Российской империи. В этой связи непризнанную Чечению тут стали рассматривать за отправную точку, от которой должна возрождаться былая империя. Поэтому Москва стала придавать важнейшее значение покорению Чеченской Республики Ичкерия.
Став заложником этой ошибочной идеи, Кремль проигрывает Западу борьбу за влияние на остальные территории ближнего зарубежья. Одним словом, пока Кремль безуспешно бьется за колонизацию Чечении, он упустил из виду свою голубую мечту по возрождению империи. Вопрос корреспондента, что является, по вашему мнению, основанием того, чтобы говорить о законности провозглашения чеченского государства в 1991 году? Аят Эдигов. Когда в СССР одобрили закон о повышении статуса автономных республик в союзный статус 26 апреля 1990 года, чеченский народ впервые получил возможность выразить волю относительно своего будущего. В традиционной для нашего народа форме был проведен референдум в 3 этапа сессии. Это была многовековая форма опроса мнения народа Мехкел. Сюда от каждой 1000 человек был направлен один выборщик, имеющий полномочия от этих людей. Примечательно, что здесь были выборщики и от чеченских диаспор со всего мира. Форум назывался Общенациональным съездом чеченского народа ОСЧН, по-чеченски Мехкел. Впоследствии на второй сессии 9 июня 1991 года переименованный Общенациональный конгресс чеченского народа ОКЧН. Этот форум, референдум, был из более 1000 выборщиков, почти единогласно принял решение 25 ноября 1990 года о провозглашении независимого чеченского государства. Надо отметить, что на этом форуме принимали участие и высшие руководители власти Чечено-Ингушской республики, на тот момент входящие в СССР. Подобная практика голосования существует до сих пор и в США, когда они поднимают наиболее важные решения страны. Чеченский народ на этом референдуме объявил о своем независимом государстве. А 27 ноября 1990 года Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики принял Декларацию о независимости Чечено-Ингушской Республики. Это решение признал и Верховный Совет РСФСР, что и было признанием независимости чеченского государства. Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики сам распустился 6 сентября 1991 года в связи с изменением статуса республики. Власть была избрана 27 октября 1991 года. Президент и парламент Чеченской Республики, легитимность которой была подтверждена представителями около 30 государств мира. И власть, избранная чеченским народом, начала действовать с принятия указа президента Дудаева и постановления парламента Чеченской Республики о государственном суверенитете Чеченской Республики. Легитимная власть объявила о независимости чеченского государства, опираясь на волю чеченского народа, референдум от 25 ноября 1990 года. Не могла же власть пойти против народа, она просто выполняла свою обязанность. Это и есть основной козырь рука нашего народа, соответствующий действующему международному праву. Одна из сторон СССР, которая в соответствии с международным правом должна была дать согласие на отсоединение от империи, исчезла с политической карты мира. И чеченский народ воспользовался этим шансом, который сама история ему преподнесла. Если бы СССР сохранился убежден, он добровольно не дал бы согласия на образование новых стран, как РФ, Украина, Казахстан, Грузия и так далее. После признания властью СССР 3 Балтийских республик при развале империи Советов, по праву появились еще 13 стран, в том числе была и Чеченская республика. И все они стали независимыми государствами, заявив об этом одностороннем порядке из-за исчезновения СССР. Насколько же справедливо то, что мир не признает Чеченскую республику Ичкерия, ведь она таким же образом, не с меньшим правом, чем у новых стран СНГ, объявила о своей независимости. Отмечу и то, о чем некоторые люди
хотя все это очень и условно, почему-то ошибочно рассуждают, считая, что Чечено-Ингушская АСР является частью РСФСР. Еще в бытность СССР, то есть после развала СССР, Чечения якобы должна оставаться частью новой РФ России. Почему? Это рассуждение противоречит международному праву. Кроме того, Чечено-Ингушская АСР 26 апреля 1990 года вышла из состава РСФСР еще до развала СССР, декабрь 1991 года. Кремль большое значение придает вопросу легитимности власти Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому вопрос дискредитации чеченского государства и отмены Конституции Чеченской Республики Ичкерия, принятой 12 марта 1992 года, для Москвы является одним из главных. А перед чеченским народом, ведущим мужественную борьбу против российского агрессора, стоит противоположная задача не допустить этого. Были попытки Кремля сделать это через давление на президента Дудаева и парламент Чеченской Республики. Не получив желаемого результата, Кремль 11 декабря 1994 года решился на полномасштабную агрессивную войну против нашей страны. Этот шаг со стороны РФ был преступным, ведь известно, что на Нюрнбергском процессе агрессия квалифицирована как преступление. И это не пустые слова. Они могут реализоваться, и пример тому президент Югославии с его окружением, которого судят в Гааге. Москва потерпела в 1996 году поражение в войне против нашего народа и государства. Кремлю пришлось вывести свои войска из Чечении и заключить перемирие. Чеченцы были настроены на мирные взаимоотношения с РФ Россией. Они провели 26 января 1997 года очередные выборы, избрав нового президента Аслана Масхадова и парламент Чеченской Республики Ичкерия. Власть сохранила свою преемственность. Выборы в нашей стране были проведены по законодательству суверенной Чеченской Республики Ичкерия, и они были признаны ОБСЕ и наблюдателями из почти 200 стран мира. Кремль тоже признал законность выборов в Чечении. Отмечу, что президент РФ России Борис Ельцин официально признал ошибочность развязывания войны против Чеченской Республики Ичкерия. Однако, сменившие старого президента новые правители Кремля не прислушались к Борису Ельцину, который напутствовал своего преемника словами «Не доведите дело до войны». В Москве отказались от признания чеченского государства. Они блокировали Чечению от внешнего мира, нарушив условия договора о мире от 12 мая 1997 года. Вновь делается ставка на то, чтобы всякими методами дестабилизировать ситуацию в Чеченской Республике Ичкерия. Участились попытки, направленные на отмену Конституции. Сейчас многие спрашивают, почему отдельные деятели тогда в Чечении создавали штабы для отмены действующей Конституции. Было же понятно, что не было условий для свободного выражения мнения народа. И если власть поддалась бы этому, то потеряла бы легитимность. Сегодня эти политики, путешественники, перекрасились и об этом стараются не вспоминать. Но изменились ли они? Пройдя все испытания на прочность, Конституция Чеченской Республики Ичкерия остается основным документом чеченского народа, указывающим на то, что в Чечении была и есть избранная легитимная власть по воле чеченского народа. И это тот момент, который дает возможность изобличить преступления против нашего народа. Конституция Чеченской Республики Ичкерия является и документом будущего нашего народа при любом исходе военного противостояния между нашими странами. Поэтому мы должны знать, что ничто не должно быть сделано так с нашей стороны, чтобы хоть на один момент власть Чеченской Республики Ичкерия была бы лишена легитимности. Вернуть легитимность власти – это задача не из легких. Подумайте, сколько усилий пришлось приложить нашему народу, чтобы получить эту власть. Мы обязаны распознавать всех тех, кто под любым соусом занимается вопросом лишения легитимности народной власти.
Корреспондент. Вы говорите о конституции и легитимности, а чеченское сопротивление об этом и слышать не желает. Все твердит о том, что Чеченская республика Ичкерия – это исламское государство с шариатским правлением, а Кремль заявляет, что в Чечении уже есть новая избранная власть. Аят Идигов. В Европе немало государств, у которых в Конституции записано, что государственной религией их стран является Римская католическая церковь. И это даже не надо записывать, если в этих странах исконно преобладает население, исповедующее ту или иную религию, то, соответственно, и говорят об этих странах, что они христианские или исламские, или еще какие. В Чеченской конституции записано, что ислам является государственной религией, и сказано, что каждому гарантировано уважение его взглядов и верований. Статья 4 Конституции Чеченской Республики Ичкерия. И если чеченцы называют свое государство исламским, в этом нет никакой трагедии, ведь все знают, что чеченцы исповедуют ислам. Думаю, хорошо зная характер чеченцев, страсти вокруг исламского уклада чеченского сопротивления разыгрываются Москвой, которая пытается изобразить наш народ монстром и преступником. Она подтянула к своим преступным делам и православную церковь. Это что принес сегодня в Чечению новый порядок русских. Разруху, смерть, наркотики, водку, преступность и аморальность. Чеченцы не говорят христианские террористы или христианские бандиты о русских солдатах, нападающих на их жилище. Они называют их нечеловеками, адамашдацющ. Ислам в Чечении всегда был мощной, объединяющей силой в борьбе против колонизаторов. И сегодня объединение наших усилий, чтобы сохранить народ обоснованно, а исповедование исламской религии с элементами радикального уклона наш народ не приемлет. И это известно хорошо из истории. Мыслимо ли то, что столь малочисленному народу на столь маленькой территории без веры в нравственное очищение объединить свои силы для борьбы с таким оккупантом? Чем можно заменить сегодня в Чечении это нравственное начало, которое служит обороне и сохранению чеченского народа? Обращениями и призывами к Кремлю соблюдать международное право? Или тем, чтобы взывать к международному сообществу решить вопрос соблюдения прав человека в Чечении? Но это совсем не действует, тем самым подчеркивая свою слабость при защите малочисленных народов. Война показала чеченцам, что для защиты нашей государственности и народа недостаточно руководствоваться лишь слабо развитыми принципами защиты прав человека. И к Богу всегда обращались в ходе освободительных войн и христиане, и мусульмане. Но конституционная основа нашего правового государства не изменена, и власть сохраняет легитимность. В Чечении никто не имеет права менять конституцию. Это право только чеченского народа, решать которое необходимо при условии его свободного волеизъявления. В Чечении прошло уже 6 лет, как не было условий, чтобы провести референдум в соответствии с международным правом и Конституцией Чеченской Республики Ичкерия. И лишь возникшие проблемы из-за военной оккупации РФ Россией нашей страны не дают чеченскому народу возможность в полной мере задействовать положение Конституции Чеченской Республики Ичкерия. В пределах действующей Конституции Чеченской Республики Ичкерия закон об обороне предполагает, что президент страны в случае войны должен наделяться парламентом чрезвычайными полномочиями по организации обороны страны, что и было сделано. Действия президента регулируются законом и статьями Конституции. И, как видите, избранная власть продолжает действовать в соответствии с законодательством страны, следуя его принципам и духу, даже в этих сложнейших условиях оккупации нашей страны. И говорить о том, что чеченский народ отказался от Конституции Чеченской Республики Ичкерия, не приходится. Борьба чеченцев к Кремлю не проиграна. Наша победа еще впереди. И какую силу может иметь в этом случае так называемый референдум и выборы президента и парламента, проводимые
оккупационными силами марионеток на территории Чечении, где идет война? Никакую. С точки зрения международного права и Конституции Чеченской Республики Ичкерия, они не имеют силу. И все об этом знают. Эти выборы не признаны и на международном уровне. Поэтому говорить о легитимной власти на территории Чечении, кроме власти Чеченской Республики Ичкерия, не приходится. Корреспондент. По всему миру Кремль распространяет мнение о том, что чеченское сопротивление трансформировалось в террористическую организацию. Насколько обоснованы эти обвинения в адрес сопротивления? Что вы можете сказать? Аят Идигов. Как известно, понятие терроризма в мире не получило пока окончательного определения. Случайно ли это? Разве грамотные люди в мире перевелись? Терроризм существует веками, определения нет до сих пор. Не похоже ли это на манипуляцию, которая признана скрыть от нас настоящих виновников организации террора? Для правительств некоторых стран мира, особенно для Москвы, это опасное понятие. Дело в том, что известная трактовка терроризм – это угроза применения насилия или его применение обычно против гражданских лиц для запугивания или для того, чтобы получить контроль над ситуацией в политических, религиозных или иных целях. Мы видим, что это определение применительно прямо к тому, что делает Кремль более 10 лет против чеченского народа, совершив агрессию нашей страны. Не следует ли из этого, что российское государство занимается в Чечении обычным терроризмом? Это обычное продолжение ленинской работы по террору. Кремль и Дума усердствуют и принимают массу документов, подтверждая тем самым свою террористическую сущность. Вы посмотрите, видел ли кто-нибудь хоть один документ за подписью Масхадова или парламента Чеченской Республики Ичкерия с таким смыслом в содержании? Конечно, нет. Они целенаправленно выступают против этого зла, исходящего из Москвы. Кремль же никогда не делает этого, он не винит себя за смерти людей на территории Чечении, РФ России, Норд-Ост, Беслан и в других городах. О чем это говорит? Посмотрите и на так называемую российскую интеллигенцию, сплошь аморальную, безнравственную, за некоторым исключением. Посмотрите на их лица и что они говорят по чеченскому вопросу. Шакуров, Басиашвили, Солженицын, Золотухин, Говорухин, Леонтьев, Лукин, пародия на права человека, Михалков и другие. Сколько их, кидающих камни в сторону чеченского народа, не считающих себя нравственно ответственными за происходящее в Чечении. Будут ли эти люди относиться искренне к собственному народу? Мы помним, как чеченцы отдавали сотнями русских солдат и офицеров, плененных в этой войне. Отдавали российским матерям, депутатам Думы и просто отпускали. Только для того, чтобы не было войны. Отпущенные русские бандиты снова возвращались. Сравните мораль первых и вторых. Русские заявляют, что территория Чечении принадлежит им. До этого не додумались ни американцы, ни англичане. Они не заявляют, что территория Афганистана, Ирака или Югославии принадлежит им. А кремлевские ярлыки для чеченцев, исламские террористы, не зная значения этого слова. Это как в басне Крылова. Ты виноват уж в том, что хочется мне есть, что кушать. Как же тогда вся эта банда убийц, начиная с Грачева, Трошева, Куликова, Дейникина, Барсукова, Шаманова, Казанцева, Пуликовского, Квашнина и им подобных преступников? Если смотреть на известное, еще не завершенное определение терроризма, то вся эта банда и есть главари отдельных террористических структур РФ России. А чеченцы, следуя этой логике, антитеррористы. Шамиль Басаев предлагал им всем прекратить террористические акты и перейти на соблюдение международного права в вопросах войны. Русские промолчали. Им понятно, что это их раскроет. Ответные акции чеченцев направлены не против мирных людей, хотя они их используют, а вызваны желанием остановить эту войну и заключить мир. Именно этого не хотят в Кремле. Почему?
Чеченское правительство выступает против подобных российских методов ведения войны и осуждает всех, кто подвергает опасности жизни мирных людей. Как правило, участники этих акций почти все действуют самостоятельно. У каждого из них убиты мужья, жены, дети и родители. Русский терроризм возведен в ранг государственной политики не в наши дни. Это многовековая сущность ее государственности. И новая РФ Россия больна этим недугом. Они убили законно избранных чеченским народом президентов Дудаева и Масхадова. Они с этим вышли на международную арену убийства экс-президента Зелимхана Индарбиева в Катаре. Поэтому можно определенно сказать, что для прекращения русских терактов, как и чеченских акций, необходимо бороться с ее источником и главным образом с российским терроризмом. С 1994 года Москва почти не оставила места на территории Чечении, где бы она не высыпала на головы мирных людей смертоносный груз, бомбы, ракеты, снаряды. Она убила более 250 тысяч человек, около 50 тысяч из них дети. О покалеченных судьбах и говорить не приходится. Чеченцы искренне сочувствуют мирным людям, погибшим в российских городах. И тем, с кем это случилось в Лондоне, Мадриде, в Нью-Йорке. Нам хорошо известна природа подобных акций. И когда теракты случаются на Западе, то Путину трудно сдержаться, чтобы не обнажить самые последние из своих зубов. Ведь это ему на пользу, считает он. Корреспондент, как вы думаете, в чем суть позиции Запада по вопросу русско-чеченских взаимоотношений? Как это влияет на разрешение проблемы, ведь известны различные инициативы, исходящие из Европы и США? Идигов, если мы внимательно вглядимся во все инициативы плана мира по этому вопросу, исходящие из Запада, то сразу бросится в глаза их доминирующая составляющая. Безосновательное утверждение того, что Чечения является неотъемлемой частью нынешней РФ России. Об этом я говорил выше, в самом начале нашей беседы. Надо отметить, что все принимаемые решения по поводу Чечении в международных организациях в ПАСЕ, в Европарламенте, Комиссии ООН по правам человека и в большинстве общественных организациях опираются не на право чеченского народа и действующее международное право, а на необоснованное утверждение, что якобы Чечения является частью РФ России. И если вы не будете тут действовать в том русле при рассмотрении чеченского вопроса, то не будете поняты. Мне пришлось столкнуться в 2001 году с подобным отклонениями в Комиссии ООН по правам человека в Женеве, когда я выступил с изложением чеченской позиции и заявил о том, что я выступаю здесь не только от транснациональной радикальной партии, но и от имени независимого чеченского государства и чеченского народа. Тут всех повергло в замешательство, что дважды был выключен микрофон. И эта партия затем согласилась с общей постановкой вопроса, что Чечения – часть РФ России, хотя мое выступление было заранее с ним согласовано. Было за них очень обидно, начинали-то они хорошо. Возникает вопрос, возможно ли через западные планы мира остановить русско-чеченскую войну и установить мирные отношения между воюющими сторонами? Или возможно ли через этот подход начать переговорный процесс без предварительных условий? Мы можем с уверенностью сказать, что ни один из этих вопросов не решается. Можно наблюдать об отрицании в их планах мира чеченской государственности, провозглашенной в 1991 году, и право на это действие чеченского народа. Чеченцы понимают, что их пытаются сдать на съедение Кремлю, тем самым оправдывая имперские преступные деяния против чеченского народа. Согласие принять подобный план мира, в кавычках, от имени чеченского народа означало бы одобрение того, что Чечения была и есть составная часть новой РФ России. В этом случае необходимость вести политические переговоры с чеченской стороной
у Кремля отпадает, так как такой стороны со статусом суверенного чеченского государства уже не будет. Признание властью Чеченской Республики Ичкерия подобных планов мира по разумению Запада может привести к тому, что РФ Россия согласится с принятием решения Совета Безопасности ООН, где она обладает правом вето, в котором будет оговорено, что через 10-15 лет Кремль даст добро на образование чеченского независимого демократического государства под международным патронажем. Для этого предполагается вести на этот период Чечению миротворческие силы, приданные к власти международным попечительством, чтобы они за это время подготовили ситуацию для проведения демократических выборов в Чечении. Не грозит ли это потерей независимости и легитимной власти Чеченской Республики Ичкерия? Нам непонятно, что нынешний Кремль не согласится с мыслью о том, что когда-нибудь Чечения отсоединится от РФ России. И к этому ложному предубеждению Москва пришла при помощи Запада, который в нарушении международного права старается подвести нашу страну под РФ Россию. В Москве считают, что потеря Чечни вызовет развал России. И если бы были введены под любым видом международные западные силы для будущего отсоединения Чечении, то это выглядело бы у них как согласие Кремля на развал РФ России, не говоря о том, что война проиграна, была бы битва за возрождение Великой России. Понятно, что с этим не может согласиться президент Путин, который пришел к власти благодаря тому, что организовал военную кампанию против Чеченской Республики Ичкерия, обещая своему электорату решить эту проблему окончательно. Отсюда нам ясно, что Кремль не может идти на мирные переговоры. Он стал заложником войны до победного конца. И отрицая легитимность власти Чечении, избранной в 1991 году, западные планы мира не служат делу прекращения войны в Чечении. И теперь уже и на всем Северном Кавказе. Поэтому Путина раздражало миролюбивые предложения президента Масхадова, видя в этом угрозу своей личной власти. Ведь мирное соглашение с чеченским президентом без победы поставил бы его в нелепое положение, когда он заявляет, что война уже 2 года как закончилась. И чеченская сторона обязана все это учитывать. Нельзя быть всегда на поводке у западных или российских интересов. Думаю, в этом направлении хорошо проявляла себя недавно созданная Ассоциация защиты суверенитета Чеченской Республики Ичкерия, которая действует бескомпромиссно в главном и грамотно для перспективы. В действительности Запад находится в схватке с Кремлем за влияние на постсоветском пространстве. Эта борьба продолжается. Перспектива ее итогов не в пользу РФ России. Запад заинтересован в извлечении для себя выгоды из русско-чеченской войны, развязанной Кремлем с целью возрождения империи на постсоветском пространстве. Но это не входило в планы западных стран, и война эта сыграла совсем иную роль для РФ России. Теперь, когда мы все видим, что Кремль усиленно старается придать видимость легитимности оккупационной марионеточной клики на территории Чеченской Республики Ичкерия, ситуация похожа на капкан для Кремля. Поэтому он все уступчивее Западу на всем ближнем зарубежье. И не только там. Очевидно, если бы Москва не стала на ошибочный путь войны и давления на бывшие республики СССР, а строила бы дружеские, равноправные отношения, то от этого выиграли бы все, и в первую очередь Москва. Сегодня же мы все имеем преступную войну в Чечении и различные резолюции, розовые, оранжевые, и один из цветов может прийти и в Москву. Революции, извиняюсь. В Кремле есть все еще выход из создавшегося положения, осознав ошибочность своей политики, направленной на ущемление свободы личности.
а признать Чеченскую республику Ичкерия ей придется, что стало теперь ее интересом. И если она с этим не будет затягивать, то еще может сохранить свое влияние на Северном Кавказе. Только мир с Чеченской республики Ичкерия может пока еще оказать неоценимую услугу Москве. И чем ранее это произойдет, тем лучше для РФ России. Сможет это сделать Путин, развернувшись на 180 градусов? Посмотрим. Признанное на международном уровне независимое государство чеченцев может стать лучшим средством сохранения РФ России. Президент Джохар Дудаев предлагал Москве заключить равноправный договор между нашими странами и говорил, что в лице Чечении РФ Россия найдет верного союзника. В Москве не поняли. К понятиям морали и прав личности у нас не разные подходы. Если бы в Вашингтоне и в Брюсселе думали о том, как помочь РФ России решить проблему войны и мира с Чеченской республики Ичкерия, и не стали предлагать противоречащие международному праву нереальные планы мира, то тогда и внимание власти на Западе, и к общественным организациям, занимающимися этой проблемой, было бы иное, чем мы видим все эти годы отношения. Право чеченского народа попрано незаконно, и в этом Запад ответственен не меньше, чем Кремль. Нет сомнения, будь иначе, не было бы столь разрушительной, длящейся более 10 лет войны. Чеченская сторона предлагала много раз свои планы мирного разрешения отношений между ЧР Ичкерия и РФ России на основании действующего международного права при международном посредничестве. На этой основе тремя сторонами может быть принят общий план по реализации стоящей перед нами задачи. Корреспондент. Вопрос. Какое место занимает внешнеполитическая работа достижения этой цели, о которой вы говорите? Вы критиковали концепцию обусловленной независимости Чечни Ильяса Ахмадова. И вот генпредседатель президента ЧРИ Умар Ханбиев выставляет снова этот план как основное направление внешней политики. Что это означает, как вы думаете? Аят Идигов. Наша внешняя политика должна быть очень гибкой и компромиссной. Конечно, не распространяя эту гибкость и на главный вопрос – незыблемость чеченской государственности, восстановленной в 1991 году статья 1 Конституционный закон о защите государственного суверенитета и независимости. Независимость для чеченского народа не самоцель, но другого лучшего пути решения проблемы безопасности народа в мире не существует. В этой связи интересна позиция некоторых наших политических и общественных деятелей за рубежом. Бывает так, что они не упустят момента, чтобы не выступить там, где могли бы и промолчать, как это было, когда они наперебой стали поддерживать агрессию против Ирака. Фредерик Стар, директор Института Центральной Азии и Кавказа в университете Джона Хопкинса, через газету «Вашингтон-Пост» в статье «Неужели нет никакого пути урегулирования десятилетней чеченской кровавой войны» пишет о том, что якобы на секретных переговорах было достигнуто согласие с чеченской стороной о подведении ЧРИ под РФ Россию. При этом ссылки делались на чеченских политиков Ильяса Ахмадова и Ахмеда Закаева. Так ли это? Эту газету читают во всем мире. Одни из них оказываются в ряду тех, кто поддерживает пророссийский план мира Руслана Хасбулатова в качестве основы для переговоров, утвердив его на так называемом Всемирном Чеченском конгрессе. Резолюция, пункт 6, резолюция от 29 октября 2002 года, Копенгаген. Потом план мира они подменяют на концепцию обусловленной независимости Чечни. Конч. Ничем не отличающиеся от западных планов мира по Чечении. Приведем один из многочисленных примеров из текста этой концепции. Чечня не может далее являться частью России, но не может дальше стать частью демократического сообщества.
чеченскому народу должно быть предложено собственное государство, обусловленное демократизацией через переходный период нескольких лет международного попечительства, что приведет к реализации легитимных стремлений Чечни и позволит чеченскому обществу отправиться от катастрофы последнего десятилетия. Одновременно удовлетворит интересы безопасности России и также и интересы международного сообщества, включая интересы Грузии. Только таким путем может быть разрешен этот сложный многовековой конфликт. Страница 7, абзац 2, Конч, февраль 2003 года. Пытаемся заглянуть в эту главу глубже, и мы видим, что речь идет, февраль 2003 года, о том, что Чечня не может далее являться частью России. Как нам известно, Чечения с 1991 года не является частью рухнувшейся Российской империи СССР, а к новой Российской Федерации России не имеет никакого отношения, так как не подписывала соглашение Федеративный договор 31 марта 1992 года об образовании этого государства. Читаем далее. Чеченскому народу должно быть предложено собственное государство, обусловленное демократизацией через переходный период нескольких лет международного попечительства, что приведет к реализации легитимных стремлений Чечни и позволит чеченскому обществу оправиться от катастрофы последнего десятилетия. Как видно, тут речь идет о том, что якобы чеченский народ все еще в феврале 2003 года не заявил о реализации своих легитимных стремлений по провозглашению собственного государства на демократической основе. Кроме того, здесь говорится в феврале 2003 года, что чеченскому народу должно быть предложено собственное государство, что позволит чеченскому обществу отправиться от катастрофы последнего десятилетия. Из текста концепции проглядывается линия утверждения того, что у чеченского народа не было и нет до сих пор легитимного заявленного независимого государства, и что Чечения является частью новой РФ России. Возникает вопрос, для чего снова выставляется концепция Конч как основной политический документ нашей внешней политики? Ведь она отвергает независимость чеченского народа и существующую легитимную власть Чеченской Республики Ичкерия. Когда критики предлагали ввести в Конч изменения, ее авторы зациклились и утверждали, что все это демагогия и нет иного пути решения чеченского вопроса. Концепцию критиковали многие чеченские и западные политики и общественные деятели. В своей статье «Зигзаги чеченской внешней политики» я более подробно писал обо всем в этом ноябре 2003 года на viktorpopkov.narod.ru. И если новый президент Чеченской Республики Ичкерия Абдулхалим Садулаев, как пишет Умар Ханбиев, не стал закрывать и перекрывать дороги и тропинки, которые проложены его предшественникам к Дому мира и согласия в Чечне, это не значит, что мы должны вводить его в заблуждение. Нельзя запрещать говорить о наших ошибках. Если не говорить о слабых местах самой проблемы, это усложняет решение вопроса. Критика имеет мало приятного, но у нее есть важное свойство. Она дает возможность оценить себя в ситуации со стороны. Отбивает охоту от барских замашек, склонных к этому людей, и в целом это лечит. В прессе и в общении с некоторыми из наших политиков и общественных деятелей сквозит мысль перевести стрелки на покойного президента Аслана Масхадова, якобы с его позволения все это происходило. Но где были мы сами? Разве мы должны безмолвно созерцать на происходящее? В своем интервью на сайте Даймох Умар Ханбиев говорит, ориентиры внешней политики руководства ЧРИ всегда отличались гибкостью и выверенностью с геополитическими процессами, происходящими в мире, хотя ни на шаг не отходили от главной стратегической цели. Без твердолобых лозунгов мы пользуемся всеми доступными политическими инструментами для достижения этой цели.
Не совсем ясно, правда, какой логики придерживается интервьюированный. Если гибкость и выверенность нашей внешней политики стала конч, которая говорит в 2003 году, говорит о том, что чеченскому народу должно быть предложено собственное государство, то куда делось состоявшееся в 1991 году чеченское государство со своей легитимной властью и конституцией? Если оно есть, то зачем нам нужно еще одно государство? Ведь понятно, что эти две диаметрально противоположные идеи несовместимы. Есть ли у автора этих слов ясное понятие того, что он говорит? Или этот уважаемый доктор желает убедить нас в том, что ему самому неведомо? Президент Масхадов искал возможные варианты прекращения войны, но совершенно очевидно, что он был вынужден верить тому, что ему преподносили наши посланники из зарубежья. С тех пор, когда он перестал выходить на связь по телефону, эту роль выполняли строго ограниченный круг лиц. Каково же содержание было донесения? Ясно, что от этого зависело многое. Зная хорошо Аслана Масхадова, скажу, что не мог он давать установку на явный проигрышный вариант. Он высказывал свою точку зрения, опираясь на доступную ему информацию. В последнее время президент Масхадов выступил с заявлениями, где ясно давал понять свою позицию по отношению к этой политике. Он писал: «Концепция обусловленной независимости Чечни не священная книга. Ее нужно и надо критиковать. И это важно сейчас для нас всех. Это то, что в природе нет указа за подписью президента Масхадова, где бы он утвердил линию на подведение Чечения под РФ Россию. Думаю, это и есть ответ всем тем, кто пытается бросить камень в его огород. Но есть постановление парламента Чеченской Республики Ичкерия без номера, где речь идет об одобрении концепции Конч как единственного способа политического урегулирования многовекового российско-чеченского конфликта, опубликованное на сайтах Даймох и Чечен Пресс. Подписано оно 22 апреля 2003 года незаконно первым заместителем, в кавычках, председателя парламента Чеченской Республики Ичкерия С. Бишаевым, без ведома депутатов парламента. Спасая нас тут, Конституция Чеченской Республики Ичкерия спасает нас тут, Конституция Чеченской Республики Ичкерия, статья 5. Это незаконное постановление парламента не имеет юридической силы, как противоречащее основному закону страны. Иначе нужно было бы соглашаться с тем, что Москва получила тот документ, о котором она и не могла мечтать. Если мы и далее будем только на словах отстаивать незыблемость чеченской государственности, восстановленную в 1991 году, а на деле проводить в жизнь иную политику, мы, мягко говоря, заблуждаемся не в пользу чеченского народа. К примеру, на сайте транснациональной радикальной партии французский философ Андре Глюксман пишет заметку памяти Аслана Масхада и говорит о ней. Герой борьбы за независимость, он предложил антитеррористический мирный план, который откладывал вопрос о независимости. Если этот известный философ на Западе так излагает свое мнение о том, что собираются делать чеченцы с независимостью своего государства, объявленное в 1991 году, то о чем это говорит? Можно предположить, что в мире утверждается мнение о наличии пораженческих настроений в рядах чеченского сопротивления, и получается, как у Бенджамина Франклина. Те, кто готовы отдать свою свободу, чтобы приобрести недолговечную защиту от опасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности. Кто такое внушал Глюксману? Конечно, здесь нет вины Масхадова. Он сложил свою голову, отстаивая независимость чеченского государства и свободу нашего народа. Но разве бойцы чеченского сопротивления заявили о своем поражении? Нет, этого тоже не было.
Нам необходимо понять, что без изменения ошибочной политической линии, отрицающей независимость чеченского государства и легитимность власти чеченского народа, приблизить решение проблемы войны и мира не удастся. С учетом этого понятия должны разрабатывать все программы мирного разрешения отношений между Чеченской Республикой Ичкерия и РФ России. Корреспондент, благодарю вас за столь исчерпывающие ответы на наши вопросы. Аят Идигов. Спасибо и вам. 27. Прошу сохранить это видео, друзья. Это важный исторический документ, правовой документ. И желательно максимально его распространить. Всего хорошего. До свидания.